Человек лежит, да? Вот, Дамиля, да? Дамиля подходит, и что мы? В первую очередь мы вот, я забыла, да, вот сказать, вначале соблюдаем безопасность. В первую очередь безопасность. То есть, для чего? Вдруг этот человек, он в сознании, да, он какой-то пьяный человек лежит, а вы подойдете, начнете вот так вот, сядете, и он может повредить, да? Ну, напасть может и так далее. Или же это дорожно-транспортное происшествие, мы начнем помощь оказывать на проезжей части, нас тоже может, да, в ДТП попасть можем. Для этого мы должны убедиться в своей безопасности, потому что если нам опасно будет, соответственно, помощи даже кто будет, да, обоим нужно будет оказывать помощь. Для этого убедились, что безопасно, после этого подходим и определяем сознание, да? Сознание. Хлопаем и голосом обязательно. Погромче надо, потому что если он в сознании, он услышит или почувствует. Так, правильно. После этого мы определяем дыхание. Каким образом? Чтобы, да, верхние дыхательные пути открыть, надо поднять. Вот правой рукой можете. Вот так, да? Двумя пальцами поднимаем за подбородок. Ухо прикладываем к рту, глазами смотрим на грудную клетку, чувствуем, слышим и видим. И считаем до 10. Считайте. 10. Так? В течение 10 секунд у нас дыхание не слышно. Экскурсии грудной клетки нет, грудная клетка не поднимается, соответственно, человек без дыхания и без сознания. Что мы делаем? Вот у нас, да, мы все забывают, даже наши офицеры забывают, что надо? Надо вызвать 103, вызвать скорую, да? Как мы вызываем? У вас вот рядом помощники стоят. Иса вызывает скорую. Как вызываем скорую помощь? Звоним на 103. Дальше. Что мы в первую очередь? Адрес, да, местоположение. Это может быть на улице, это же может быть в здании, да. В данном случае вы говорите школа Назарбаева, актовый зал. Дальше. Приблизительно, да, человек, мужчина, приблизительный возраст и так далее. Дальше уже вы рассказываете, а это Дамиля начинает оказывать помощь. При этом вы говорите, у вас есть дефибриллятор в этом здании, вы говорите, Нурсултан, принесите дефибриллятор. Нурсултан побежал за дефибриллятором, вы начинаете оказывать помощь. Раскрываем грудную клетку, мы должны посмотреть, что все у него, грудная клетка целая, да? Далее, это у нас мужчина, приблизительно возраст, взрослый человек, 30 лет, да? Как мы определяем, куда надо ставить наши ладони для компрессии? Соскоб. На уровне. Так, правильно. Работаем. Так, ноги надо, чтобы на 10 сантиметров слишком далеко отходить не надо. Вот сюда поближе станьте. Середина грудная клетка на середине между ног, да, должна быть стоять. Так, ладони ставим. Так, максимально разогнуты в локтевых суставах. Руки скрещиваем. Пальцы они у нас приподняты. Это для того, чтобы... Почему скрещиваем мы еще раз? Женщины, да, или же когда человек переживает, он начинает потеть. И при этом могут, если мы неправильно соскользнуть, мы можем палец повредить, и, соответственно, некому будет помощь оказывать, реанимация опять будет неуспешная. И работаем основанием ладони. Пальцы здесь уже нагрузка не идут, идет как рычаг стоит у вас. Далее у вас спина ровная. У нас мы будем работать именно плечами. Поехали. Первые, они уже проверяйте, грудная клетка какая. Здесь у нас манекен. На манекене очень легко, на человеке очень сложно. Так, компрессии. Сколько компрессий мы делаем? 30 компрессий. Да, про себя 25. Потом после 25 вслух. Это когда у вас есть помощник. Иса идет, Иса уже скорую вызвал и готовится к искусственной вентиляции легких. Проводите компрессию. 30.
Глубже. 30 компрессий. Ритм, да, поймать надо. Молодец, хорошо получается. При этом уже ИСа смотрит, очищает, подожди, верхнюю дыхание, то есть полость рта, смотрит, что нет, да, никаких препятствий. Дальше. ИСа поднимет маску. Вы должны, для безопасности, у вас сейчас маска есть, да? Приподнимаем подбородок правильно, вторую ладонь ставим, то есть вот так, да, таким образом, закрываем нос, плотно обхватываем губы, обхватываем. Нет, смотрите, обхватываем, сами воздух набрали, полностью обхватываем и дышим. Когда вы дышите, вы смотрите на грудную клетку, чтобы грудная клетка должна подниматься. Абдоминат сильно не нажимает, просто придерживает руки. Давайте, дышите. Смотрите на грудную клетку. Поднимайте. Поднялась? Раз. Еще раз. Два. Молодец. Хорошо. И дальше уже компрессию дальше продолжаем. Таким образом, 30 компрессий, 2 вдоха, 5 циклов. Повторяем, да? К этому времени у нас уже Нурсултан принес дефибриллятор. Идемте. Когда дефибриллятор уже готов, Дамиля, на это не обращай внимания, вы компрессию продолжаете. А Нурсултан начинает включать дефибриллятор. В первую очередь надо нажать кнопку, чтобы дефибриллятор готовился, да? Чтобы начать для последовательности. Он включил, когда дефибриллятор включается, уже идет последовательность начинается показывать. Далее он слушаем дефибриллятор, да? Это все мы уже сделали. Открыли дыхательные пути, помощь вызвали. После того, как наложили электроды, он будет уже определять ритм. Есть у него ритм или нет. Если ритм есть, он остановите КПР, говорит, не надо дефибриллятор, ничего делать. Если ритма нет, идет шоковый ритм, надо отправить импульс, зажигается у нас сердечко.